Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто очень сильно боится вас потерять? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Итак, давайте посмотрим, кто боится, очень боится вас потерять. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мужчина прям на троне сидит, руководит, управляет. Непростой мужчина вас боится потерять, серьезный, очень серьезный. Тут смотрите, как служат ему, как подчиненный мне идет, как какой-то начальник большой, управленец, начальник, руководитель, может быть, хозяин большого бизнеса. Но у этого человека прям влияние, видите, как от него волнами расходятся, вот как влияет на огромное количество людей. Голова, умный человек, очень умный, знающий, профессионал. Опять же, тут какое-то образование, может быть, либо значительный опыт в жизни. Этот человек, скорее всего, старше вас возрастом, либо у него там супер-бупер куча образований, да, прям всезнайка такой, мудрый, много знаний. Еще меня смущает, что у него хвост есть. Скорее всего, он не свободен, да, либо у него семья есть, либо это ваш муж, у кого-то может быть муж начальник там высшего звена, колена, либо этот мужчина, он с кем-то вместе находится, допустим, да, может он сожительствует с кем-то. Вот. Но мне вообще идет, что это семейный человек, потому что хвост достаточно серьезный. Девушки, женщины, если вы замуж за мужчиной, кто занимает руководящую должность, то это ваш муж показан. Если вы не замужем, то этот мужчина, он руководитель, он может быть даже чиновник и хозяин большого бизнеса. Умный мужчина, старше вас возрастом. Именно этот человек очень сильно боится вас потерять. Несмотря на то, что тут у него люди в подчинении, его слушают, он на них влияет, тут ему даже кто-то прислуживает. Вот его самый серьезный страх в жизни, вот то, что его может подкосить, то, что может его выбросить просто вот за борт лодки жизни, это вы, ваше на него влияние и вот этот страх вас потерять. Сейчас такое впечатление, что вы от него закрылись. Вот как не хотите, что ли, общаться, может быть, обиделись на него, может быть, отношения как-то разладились у вас. Ему вас очень сильно не хватает, как будто бы воздуха недостаточно, как надышаться он не может, как задыхается. Его ничего не радует. Он на работе, скорее всего, там гром и молнию пускает. То есть достается, видите, тут молнии пошли, достаются, нагоняет тем, кто у него в подчинении, кто ему как верно служит. Но он не зло срывает, а скорее всего, вот когда сердце болит, да, это же боль, вот ему не до шуток, не до веселья, не до понимания, да, он такой, знаете, прям суровый, строгий мне идет. Вот, а все из-за вас. А почему вы с ним не хотите общаться? Вы как-то закрылись, как будто бы в ракушку закрылись. Может быть, он вас чем-то обидел, может быть, слово, может быть, дело, может быть, в принципе, да, вы устали, если это, например, там любовный треугольник, либо если это брак, то вы устали от того, что он постоянно, например, на работе,
его слишком мало в вашей жизни, и, возможно, ну, действительно, как какой-то ультиматум ему поставили. Но сейчас вы не хотите смотреть в его сторону, вы собой занимаетесь, какими-то своими делами, хотелками, начинаниями. На него вы совершенно не смотрите. Он поначалу тоже как бы отвернулся, ну типа как в зеркало, да, посмотрел, типа не хочешь со мной общаться, я тоже без тебя не пропаду. На самом деле пропадает, девочки, пропадает. И еще раз говорю, из-за того, что у него такое дурное настроение, дурное состояние духа, вот кому-то достается, кто-то выгребает, как жертвы есть в этом всем. Вот, он очень болезненно переносит то, что вы ему недоступны, закрылись. Ну, а вы как-то легко переносите. Легко, и ну, вам не болит так сильно, как болит ему. Может быть, тут еще и как гордость его задета. Может быть, он думал, что ну как она уйдет от такого мужчины, да? Ну, не может такого быть, да? Я всем нужен, я такой крутой. А вы такая, легко, да, легко, смотри. Просто отвернулись и все. Не сладко. Ну а вам, в принципе, нормально. Я не вижу, что вы тут слишком сильно страдали. Может быть, вы уже свое отстрадали в отношениях с ним, да, может, уже действительно переболела, может, как-то спокойно начали относиться. Но вот сейчас это выглядит так, что вы выбрали себя и выбрали свою жизнь, да, свои интересы. Вот. А он как раз-таки, оставшись без вас, начал очень сильно переживать. И еще, мои хорошие, тут такой момент может отыграться. Может, это работодатель, да? Ну, понятно, что вы все разные, но, возможно, вы ушли с работы, либо решили уйти с работы. И, например, начальник ваш, он теперь локти себе кусает и думает, блин, ну как так, да, как так, я без нее не могу. Да, возможно, вы не только, например, ценный специалист, но вы еще и его вдохновляли, в плане как женщина вдохновляли. Да? Возможно, он испытывал к вам очень неоднозначные чувства. Да? Кто же его знает? Вот плохо, ему очень плохо. И еще я вижу, что у этого мужчины из-за того, что нехватка вас, ну вот как земля из-под ног ушла. Не знаю, вот как мир перевернулся для него. Почему-то вот идет именно упор на то, что ему без вас настолько хреново, извините за слово, что вот прям сам себе не рад. Сам себе. Хотя внешне он выглядит прям таким в себе уверенным, таким авторитетом непререкаемым. Ну вот видите, ножки нестабильно, не на земле стоят. Самые вот близкие к нему люди, они либо знают, что с ним происходит, ну, либо немножко догадываются. Но опять же, он настолько суровый, да, что никто не решается с ним про это поговорить. Вот. Ну, как бы да, плохо, ему плохо. И еще здесь показано, что этот мужчина сам себя наказал. Возможно, он как-то позволял себе лишнее в отношении вас, либо, например, не делал то, что должно было делать. Да? Может быть, ему казалось, что это легкое увлечение, что вот там переживу, справлюсь. Что на вас, например, свет клином не сошелся. Он такой-то типа, сколько их еще таких будет, да? Но вот именно переоценил себя, мне идет, очень переоценил. И вот сейчас он готов отдать буквально все, либо как отмотать время вспять, да, для того, чтобы вы от него не отвернулись, для того, чтобы сохранить то, что было между вами. Да, вот сложность общей отсыпки, она заключается именно в том, что разные люди смотрят. Да? У кого-то любовный треугольник был, да? У кого-то муж, у кого-то действительно начальник. Вот, сложно судить, но он хотел бы вернуть какое-то прошлое. То ли был у него шанс там с вами объясниться, то ли была возможность больше вам времени уделять, то ли возможность сделать правильный выбор. А он как бы сглупил, ступил, мне идет вообще, да, может быть, он просто потратил время, ничего не сделал. А теперь очень сильно об этом жалеет, но ничего уже как будто бы не вернуть. Ну, по крайней мере, вы ему это транслируете. Может быть, вы даже каким-то другим мужчиной увлеклись, либо делаете вид, что увлеклись. Ну, развлекает. Мне идет, что вы развлекаетесь. Но явно не тужите, явно у вас все в порядке. А вот его прям накрывает. И это состояние, оно еще ухудшается тем, что он как-то мало о вас знает, либо вы настолько его заблокировали, настолько от него отгородились стеной, что вот через эту стену не пробиться. То есть очень классно спрятались, можно так сказать.
ни о чем думать не может, у него там куча дела, обязанностей, ответственности, а он ни о чем думать не может, только думает о вас и о том, каким он глупым был, и о том, как профукал свое счастье, да, просто вот упустил из собственных рук. Да, непростая ситуация, но я вижу, что эта ситуация по знаку медицины ему, скорее всего, на пользу пойдет, да, может быть, дурь из него выбьет, либо вот эта надмерная, ну, как самоуверенность, да, его типа как превосходство над всеми людьми и над вами. Вот как излечится он, от каких-то понтов, может быть, избавиться, как другим человеком станет. Может быть, знаете, еще так отыграется, что вы в треугольнике, да, и человек такой, ну, типа, у меня семья, у меня авторитет, я не могу это потерять. Но когда он лишился вас, он понял, что все это не важно, да, и не важно, какой у меня авторитет, на каком я счету, кто что обо мне говорит и думает, там, не важно там, капиталы, не важно ресурсы, а важно все-таки счастье, важна любовь. Вот вижу, что через боль он придет к какому-то правильному решению, но боль еще ему предстоит. То, что испытывает он сейчас, это так, знаете, детские игры. По-настоящему у него заболит чуть попозже, ну вот, может, пару дней, может быть, там, неделя пройдет. И вот у него тогда сильно вот прям припекать начнет. Дикая нехватка вас, и почему-то еще идут переживания. То ли переживания за вас, где вы, что вы, то ли переживания из-за ревности, да, с кем вы. Вот, прям очень ему будет плохо. У кого-то даже отыграется, что на этой почве мужчина может заболеть. Ну, в прямом смысле слова, да, заболеть. Вот. Но это все должно произойти для того, чтобы мужчина, ну, отпустил ненужное, да, и вцепился в нужное, то есть в вас, я так понимаю. Вот, девочки, там, видите, много всего. Такие ветра подуют, ветра перемен, такие, о каких вы даже не мечтали, даже предположить не могли. И эти ветра, они выдувают, вот как я сказала, да, ненужное, налет этот ненужный выдувают, а то, что нужно, они как раз-таки наоборот оголяют. Да, то, что было скрыто под каким-то пеплом, песком, не знаю, что там, разговорами какими-то ни о чем. Тут еще так показано, что вы, ну, возвыситесь, он вас возвысит над собой. Если сейчас он старается быть выше, чем вы, то в будущем будет ровно наоборот. Он сам вас возвысит над собой. То есть вы будете главное. Главное в ваших отношениях, главное в вашей совместной жизни. Вот хочется сказать, еще приползет. Возможно, даже не раз приползет. Может быть, даже и не с первого раза вы его простите. Может быть, не с первого раза позволите с собой поговорить. Да, вот как несколько попыток, возможно, будет. Но он еще раскорячится вот перед вами. Поверьте, это время, оно впереди. И ему будет совершенно не стыдно это делать, потому что на кону будет стоять его будущее, его, ну, счастливая жизнь. Но вы его лучик счастья, вы удачу ему приносили. Благодаря вам этот мужчина, он, ну вот как более успешным, что ли, был. Да, вот когда у него было все в порядке в личном, он очень успешным был. Вот все легко как-то давалось, получалось. Вот, а без вас, прям смотрите, и думать о работе не может, и срывается на всех, и ведет себя, как будто бы его там, не знаю, ужалила оса. Именно так себя ведет. Ничего не показано, что какие-то ошибки он допускает. Может быть, в работе, может быть, по жизни. Но он их допускает, потому что как пытается что-то доказать, доказать вам, доказать себе. Вот. И все его доказательства приводят к тому, что он не прав. Вот как-то так. Да, очень непростая между вами ситуация. Тем более вот вижу, что в прошлом вам прям не сладко было с ним. Вы очень любили его, прям готовы были на все ради него пойти, а он как бы и принимать не хотел, да, либо такой, знаете, посмеивался, улыбался. Больно, он вам делал больно в прошлом, а вы прям были готовы ради него на все. Но я так понимаю, что вы меняетесь, вы больше начинаете любить себя, ценить себя, уважать себя, и тем самым и его заставите это делать. Ну, кстати, не только его, но и вообще всех людей. У вас самооценка поднимается, а у него, наоборот, опускается.
Ну, вот то, что происходит, как говорят, да, что не делается все к лучшему. Возможно, да, сама судьба благодаря вам из него человека делает, нормального человека. Ну, а вас тоже, знаете, нужно было немножко подтянуть, потому что вы в любви прям растворялись. Ну, вот как, когда люблю, вся отдаюсь, а это тоже неправильно. Неправильно. Вот вижу, что у вас еще впереди какое-то время, когда будет очень сладко вам вдвоем. Но я так понимаю, что помиритесь, либо он вас добьется, либо он сделает тот самый правильный решающий выбор, да, вот когда сладко будет. И причем сладко будет именно двоим. Коса уйдет в бок, зато придет большая вкусная конфета. На двоих сладко вам будет. Это в будущем. Но тут, конечно, еще все эти метаморфозы нужно пережить. Вам-то что, вы занимаетесь собой, а вот мужчине будет очень плохо. Вы, главное, не сорвитесь, доведите задуманное до конца. Поверьте, будет результат. И еще здесь такой момент показан, что вам нужно, конечно, планочку держать, но не переигрывать. То есть, ну, будьте сами собой, да? То есть не пытайтесь его чем-то там уколоть, наказать, это будет лишнее, и это может повредить. Ну, увидите, что он честно с вами обращается, видите, что он вас добивается, видите, что он прям готов на все ради вас пойти. Ну, так примите, если до сих пор любите. Но завышать эту планку, пытаться ему там вернуть его же прошлое, ну, это ни к чему. К этому времени уже все переживет, поэтому этого делать не стоит. Потому что вижу, что вы можете вообще его довести, что и конфета не поможет. Да, прям может действительно там какой-то приступ у него случится, не дай бог, либо кризис. Вот, тоже там не жестите слишком. Вот они ветра, они у вас впереди, и конфета у вас впереди, так что все еще будет. Вы молодец, вы этого мужчину на место поставите. Ну, а мужчине, как говорится, по делам, да. Был бы он нормальный, был бы он таким заносчивым, гонористым, может быть, в принципе, этого не произошло. Так, мои хорошие, он потерять вас не может и никогда на это не пойдет. Наоборот, он будет делать все для того, чтобы вас вернуть. Чуть-чуть попозже, надо немножко подождать. Вот. А так, ну, видите, вас он выбирает. И в разлуке вот все это обостряется. Обостряется и промываются мозги, можно так сказать. Да, в следующий раз, когда вы встретитесь, вы буквально его не узнаете. У него все поменяется. И взгляд, и тембр голоса, и подача. И даже будет казаться, что он меньше ростом стал, да, ну, потому что так укожиться будет. Потому что болит, пока вы его не простили. Ну, а как простите, и взгляд будет гореть, и осанка выпрямится, и вообще будет очень счастливый мужчина. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.